Когда в 2018 году Радия Хабирова назначили руководителем республики, он тогда громко всем обещал, что наведет порядок на дорогах республики. У него даже была такая фраза, которая запомнилась всем жителям: «Здесь вам не Техас». У нас в республике есть единственная трасса Уфа-Оренбург, которая имеет две полосы в одну сторону, две полосы в другую сторону. И то эта двухполосная трасса идет от Уфы до Стерлитамака, всего 120 километров. Больше двухполосных дорог в республике нету. Я помню, как тогда Хабиров заявил, что обязательно доведет двухполосную трассу до самого города Оренбурга, из Уфы до Оренбурга. Вы, наверное, тоже помните это обещание. Прошло 8 лет. Нет не только двухполосной трассы, но и все дороги в республике стали намного хуже. Водители из разных районов Башкортостана постоянно жалуются, что по дорогам ездить стало просто невозможно. Где деньги, которые выделяются на строительство и ремонт дорог? Их просто разворовывают. В 2020 году Радий Хабиров долго лоббировал и в итоге все-таки поставил своего друга, работавшего тогда вице-мэром Уфы Ильдара Юланова, генеральным директором компании «Башкир-Автодор». Это главное предприятие республики, которое занимается ремонтом и строительством дорог. И что в итоге произошло? В 2022 году на новой автодороге Бирск-Тастуба-Сатка образовались огромные трещины. Дорогу ремонтировала именно компания «Башкир-Автодор». Для этих целей было выделено 4 миллиарда рублей. Интернет тогда облетели видео и фото, как в трещину залезают люди по шею и фотографируются. Помогите, вытаскивай. Тастовой надо ехать. Представляете, до какой степени были разрушены дороги? Когда задали вопрос руководству Башкир-Автодора, почему так произошло, они сослались на особенности грунта. В итоге по этому делу в 2023 году гендиректора Башкир-Автодора Ильдара Юланова, а также еще двух руководителей еще одного дорожного предприятия ООО «Киви» задержали. Их обвинили в хищении 91 миллиона рублей из бюджета госкомпании. Впоследствии сумма хищения в уголовном деле выросла до 152 миллионов рублей. Недавно, вот буквально в сентябре 2025 года, Ильдара Юланова приговорили к 9 годам лишения свободы. А бывшего гендиректора компании «Киви» Ирика Шарипова суд приговорил к 15,5 годам лишения свободы со штрафом в 101 миллион рублей. Еще одного фигуранта приговорили к 4 годам колонии. Напомню, что это близкие люди Радия Хабирова, с которыми он вместе проворачивал, воровал и выводил деньги. Поэтому в республике дорожно-транспортные происшествия – это не новость, это обыденность. В 2025 году Башкортостан занял первое место по числу погибших в Приволжском федеральном округе и 4-е место по всей России. И это при том, что Башкортостан занимает 3-е место по России по количеству установленных дорожных камер. В 2025 году в республике произошло 2500 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 2900 человек с различной степенью тяжести. И еще 375 человек погибло. То есть в каждой 6-й аварии есть погибший. Для сравнения, в Германии, где население составляет более 83 миллионов человек, в Башкортостане 4 миллиона, и которая по своей территории больше Башкортостана 2,5 раза, за 2025 год произошло 216 тысяч ДТП. Да, много. Но погибло в них 282 человека. Это один погибший на 767 аварий. Как говорится, ощутите разницу. Районы Башкирского Зауралья, кстати, занимают лидирующие позиции в республике по числу жертв ДТП. И все мы, например, прекрасно знаем, как выглядит из себя Белорецкая трасса, которую давно пора уже сделать двухполосной, но это никому даже в голову из руководства республики просто не приходит. Только за новогодние праздники 2026 года, ну вот буквально получается за 10 дней, уже в ДТП в республике погибло 10 человек. Об этом на оперативке отчиталась министр транспорта Республики Башкортостан Любовь Минакова. То есть по одному погибшему каждый день. Можно утверждать, что в республике открыт самый настоящий второй фронт. У нас на войне в Украине официально погибло 9 тысяч человек из Башкортостана. А тут еще добавляются погибшие на дорогах республики. Может быть, уже пора жителям Башкортостана задуматься, что жить в небольшом, но независимом государстве, где вы сами можете управлять своей республикой, можете управлять своими руководителями лучше, чем жить в
в огромной, большой, неповоротливой империи, где вами управляют из Москвы, направляют к вам ставленников, воров, коррупционеров, и которые делают вашу жизнь невыносимой. Давайте уже об этом задумаемся, друзья.